Сегодня для меня и, наверное, для большинства советского народа был очень памятный вечер. Это был вечер памяти моего отца, Ибрагимова Рената Исламовича. И я надеюсь, что всем, кто сегодня участвовал, принимал участие, организаторам и, конечно же, гостям, очень понравился наш вечер. И надеюсь, в будущем мы будем также встречаться, петь красивые песни и радоваться хорошей музыке. И не только татарской, и русской музыке, возможно, даже зарубежной. С папой, конечно же, меня связывает очень много трепетных и памятных моментов в моей жизни. И я всегда стараюсь равняться на своего отца в его умении быть всегда спокойным, в любой ситуации иметь контроль над ситуацией, но в то же время быть всегда открытым к людям, дружелюбным, добрым. И сегодня все наши артисты, которые выступали, и я своими выступлениями доказали, что мы будем помнить моего папу, и все будут помнить моего папу, и чтить его культурное наследие, которое он оставил нашей стране. Коръәндә болай диелгән: ир кеше әле 40 яшькә кадәр бала гына. Һәм шуңа да Ринат Ислам улы нәкъ шушы яшьтә чынлап торып үзен бәлик булган дип санаган. Һәм Һөнәргә якынайган. Ул болай дигән: чынлап та, 40-ка кадәр бер тормыш булса, 40-тан соң бар нәрсәне яңа баштан күзаллау килә. Ринат Ибрагимовның тормышны яңаша күзаллавына дәлил аның 70 яшенә чыккан Мәскәү соборлы мәчете турында булган «Перерождение» дип аталган документаль фильм. Ул анда бер юлы герой да һәм алып баручы сыйфатында чыгыш ясый. Рәхим итегез. Каждый приходит к истине своим путем и понимает, что истинно верующий человек – это тот, кто много стесняется, кто делает много добра, правдив, мало говорит, много делает, много благодарит. За 111 лет эта мечеть считается первой в стране, одна из немногих, которая не закрывалась ни на один день со дня открытия. Ни революция, ни атеизм, ни исламофобия не смогли разрушить вечное. Мечеть выстояла. Именно здесь произошло мое перерождение, и именно здесь я наблюдал перерождение одного из главных храмов России – мечети. Мечети на Выползовом переулке. Именно муфтий шейх Равиль Гайнуддин своей лучшей проповедью, своим образом, своим видением жизни переродил мою жизнь. Я ощущаю, как вместе со мной перерождалась и переродилась соборная мечеть на Выползовом переулке. Вместе со мной это ощутили мусульмане России, СНГ и всего мира. 2 последних года Ринат Исламович плотно работал над новым прочтением классической музыки. Он стремился, чтобы известные классические произведения, выдержанные призмой времени, звучали по-новому. Он говорил, что это как зайти в старый пыльный музей, стряхнуть пыль, открыть окна, впустить свежий воздух. И он хотел, чтобы этот воздух наполнял этот дом музыки. Осознание божественности бытия искало выражение в музыке. Желание создать что-то высокодуховное, глубокое, способное лечить сердце, не покидало Рената Исламовича. На этом пути его поддержал друг и соратник Семен Сон. Российский пианист и композитор, профессор Барселонской академии музыки. И прямо сейчас он исполнит лунную сонату Людвига ван Бетховена, которую Ринат Исламович пел, выражая через необыкновенный текст всю глубину любви к Всевышнему. Семен Сон, лунная соната, посвящается Ринату Ибрагимову.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Семен Сон, большое спасибо. Братья и сестры, здесь много уже говорилось очень трогательных слов в отношении Рената. Я глубоко убежден, что его душа здесь сегодня вместе с нами. На самом деле, кто такой человек? Человек — это душа, согласитесь? Ушел Ренат, но он в нашей душе. Это великая душа была. Он особенно любил матерей. И вот в последнее время он был председателем попечительского совета нашего общероссийского благотворительного фонда «Мама». Мы с ним познакомились почти 30 лет назад, в 95 году. И я вот вспоминаю такое трогательное выступление на форуме матерей в 2007 году в Подмосковье, в Красногорске. Толкунова пел первое отделение, а он во втором отделении. А потом они вместе с Толкуновой исполнили 3 песни. И он часто вспоминал свою маму. И у него была мечта к 75-летию написать гимн матерям всего мира. Он говорит, все-таки рай-то находится под ногами матерей, представляете? И он всегда говорил, мне знаешь, как повезло, тебе тоже нужно такую же Светлану. Я живу в раю. Я живу в раю, у меня маленькие дети, у меня Бабай есть, у меня есть Абика, хотя Бабай и Абики на 10 лет моложе были они, но он, как и дети, называл их Абика и Бабай. Благодаря им я, говорит, живу. И я еще, он готов был еще 100 лет жить, до столетия жить. Вот он такую планку ставил. Но, как говорится, у Аллаха свои, наверное, планы, да, и ему, Аллаху тоже нужны такие люди, наверное, как он. Он выполнил свою жизненную миссию, и сегодня мы присутствуем на таком великом, можно сказать, событии, посвященном 75-летию. Он последние годы очень активно сотрудничал со Всемирным духовным университетом. Всемирный духовный университет в 150 странах мира. Он там давал концерты. И вот завтра, в день его рождения, будет очень уникальный вечер великого Рената. И он будет транслироваться на 50 городов СНГ. Это уникальная программа. Я вас от всей души приглашаю, кому нужны пригласительные, готов дать вам. Так что, вот как здесь было сказано, он не только татарский певец, не только русский певец, российский певец, он певец вселенной. Хранит Аллах семью Светланы, семью Рената, чтобы дети выросли, чтобы султан, говорят, султан будет петь еще, да, его сын, вот, чтобы у них все было хорошо, хранит их Аллах. Большое спасибо, Раис Радисович. Ваши овации. Спасибо. Umur
Еще одна очень важная тема для Рената Исламовича была военная песня. Благодаря его чувственности, душевности, артистизму и, безусловно, бархатному баритону, эта музыка проникала глубоко в сердца слушателей. И это неспроста, ведь его детство было пронизано этими воспоминаниями. Воспоминаниями отца, который пришел с фронта, который вспоминал военные песни, напевал их мелодии, а Ренат Исламович, будучи ребенком, запоминал. И даже с репертуаром военных лет он поступал в музыкальную школу, чем немало удивил преподавательский состав. Таким образом, военная музыка прошла через всю его жизнь. С композицией «Послевоенных лет» про огромную любовь к жизни выступит заслуженный артист России Феликс Царикати. Тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Годы окна ожглись, рождаясь работы устала. Я люблю тебя жить и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне не молодо, но жизнь земли равнина морская. Известно давно, бескорыстная дружба мужская, но не каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, ведь любовь меня, жизнь ты знаешь, что это такое, но не каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, без любовь меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, обрат поцелуй на рассвете, и вершина любви — это чудо великое, дети, только с ними пройдем без юность, вокзалы, причалы, и потом все опять повторится сначала. И потом все опять повторится сначала. Ах, годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Как ликуйми в жизнь, трубных звуков весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Как ликуйми в жизнь, трубных звуков весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Спасибо, спасибо. Вы знаете, мы очень дружили с Ренатом. Я мусульманин, я как приходил, все время мы с ним говорили: Феликс, тебе надо делать намаз, тебе надо держать уразу. Я говорю: Ренатик, родной мой, пить хочу, не могу, когда вот пою, у меня сухость в горле. Он говорит: к этому ты привыкнешь, к этому ты придешь. И вот, когда он готовился к 70-летию, к своему к юбилею, он мне позвонил, говорит: надо нам записать с тобой одну хорошую песню. Я говорю: конечно. Я приехал к нему на студию, стол. Он говорит: это все с моего огорода, это все халяльное, и яйца, и птицы, все.
все было вкусно, все было замечательно, и вдруг настало время намаза. А у него на студии была комната, где он делал намаз. Ты мусульманин, да, Феликс, пойдем со мной, и я тебя научу делать намаз. И я первый раз в жизни делал намаз с моим дорогим, безумно любящим, очень Ренатиком. И огромное ему спасибо за это. Сразу держать пытаюсь как могу. Вот так что огромное ему спасибо. Незабываемый, дорогой Ренат. Спасибо, что ты у нас был, есть и будешь всегда в наших сердцах. Спасибо. Да, он мне еще подарил рубашку, которую я храню до сих пор с огромным почетом. Спасибо большое. Вечная память нашему другу. Он в сердцах с нами. Салам алейкум. Большое спасибо, Феликс Тарикасик. Друзьям и близким Рената Исламовича известно, что он был человеком с утонченным чувством юмора. И его словесные каламбуры вошли в книги и остались в личных видеоархивах близких людей. В улыбке благо. И мы сейчас предлагаем вспомнить несколько таких приятных мгновений. Внимание на экран. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ренат Исламович сейчас будет бить пенальти. Внимание! Слушай, да, обманка была, Ренат Исламович, вы где это видели? Я это где-то видел же. Сначала кроссовки увидели, потом футбол. Ай, красава. Что, как он ухаживал, расскажите нам. Просто это мастер-класс, может быть. Там цветы, я не знаю, там на подъемном кране какие-то украшения. Писал там «Я тебя люблю, Света» на асфальте. Нет. Что делал? Нет, все гораздо проще. Ну, во-первых, когда мы познакомились, да, вот Ренат... Я целовал и обнимал везде, и в метро, и на улице. Она говорит, может, неудобно? Я говорю, что неудобно? Расскажите, сколько приводов в милицию? За такое поведение. В этом плане меня и на физиономии спасает. Узнают все-таки. Не беру в милицию. Ваши овации, друзья. Ренат Исламова үзенең гомерен күп сериялы фильм белән чагыштыра иде. Янәсе үткән гомеренең кинода караган сыман. Һәм бу сериалда «Балачак» дигән сериясын бик теләп карар идем дия иде. Бәхетле чор. Ул чор белән күрешү өчен күпне бирер идем. Чөнки балачак әнисе белән, авыл белән, табигать белән бәйле. Гаиләләре шактый зур булса да, әнисе бердән-бер якын кеше була. Аның бакыйлыкка китүен дә бик авыр кичергән. Тормыш иптәше Светлананы очрату гына аның халәтен җайлый. Киләсе композиция барлык әниләргә багышлана. Уважаемые гости, у Рената Исламовича были очень близкие и особенные отношения с мамой. И следующая композиция прозвучит специально для матерей. Мы приглашаем на сцену заслуженную артистку Республики Татарстан Розу Хабибуллину. Встречайте.
Большое спасибо, дорогие друзья. Большое видится на расстоянии. Я думаю, только по прошествии времени мы осознаем в полной мере масштаб личности нашего Рената Исламовича. И я благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось быть с ним в доверительных отношениях. Я чувствовала в нем друга, и он видел во мне тоже друга. Об этом говорит даже то, что он как-то он доверил мне вести его свадьбу. Значит, он доверял мне. С какой бы просьбой я к нему не обращалась, он всегда ни одну просьбу никогда не оставлял без внимания. Я доверяла Ренату Исламовичу во всем. И доверяли мои воспитанники, айкайцы, когда нам приходилось выступать на одних и тех же концертных площадках. Он тоже давал им профессиональные советы, поддерживал их, подбадривал. Ренат Исламович был другом не только мне, но и нашей школе, которой я сейчас руковожу, школа номер 1186 имени Мусы Джалиля. Он часто бывал на наших мероприятиях. Вот на кадрах я тоже фотографии видела, где он был на дне знаний. У татар есть высказывание «Кишикиде жила пола». Ренат Исламович, человек уходит, песня остается. Вот Ренат Исламович тоже останется в наших сердцах доброй, светлой, хорошей песней. И Светланы сейчас нет, но, вы знаете, я хотела бы пожелать, чтобы ее дети Рената Исламовича, эту песню пели ей.
будущего. Большое спасибо. Роза Халимуллина. Накануне 70-летия у Рената Исламовича родился 8-й ребенок, дочь Марьям. В семье Рената и Светланы растут дочери Асылбике, Аишбике, Марьям и сын Атил. 4 взрослых детей у артиста от предыдущих браков. С Божьей помощью надеюсь продолжить это дело, ведь дети – самое большое счастье, говорил Ренат Ибрагимов. Дети – это подарок от Бога. Люби всех детей как своих. Если человек не любит детей, это какой-то ненормальный человек, добавлял Ренат Исламович. Сегодня с нами в зале вся большая семья Рената Исламовича и его старший сын, который, как и отец, стремится связать свою жизнь с музыкой. Уважаемые гости, мы рады вам представить сына Рената Исламовича Ибрагимова, Султана Ибрагимова. Встречайте! Добрый день! Для меня большая честь сейчас стоять здесь на сцене перед вами в этот прекрасный вечер, посвященный памяти моему папе. И хочу выразить большую благодарность всем тем, кто сегодня сюда пришел, почтить память отца и его культурного наследия, которое он оставил. Хочу сказать, что родители, мама, папа подарили мне просто незабываемое, счастливое детство. Окружили меня лаской, любовью, счастьем, радостью, нежностью. И у нас с отцом было очень много моментов, трепетных моментов, памятных, которые остались у меня в душе. И так получилось, что наша последняя встреча тоже является таким моментом для меня. Мы последний раз виделись у него на студии. Тогда туда я приехал со своим педагогом по вокалу Ларисой Александровной. И мы записали 2 песни. После того, как мы записали 2 песни, папа послушал их, оценил, внес свои какие-то определенные коррективы, советы. И одна из этих 2 песен называлась и называется «Нежность». И сегодня я ее вам спою, и спою ее для папы. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле сейчас без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Может, надо улететь, чтоб знать, сколько в мире алых солнц и лун. Может, надо улететь, чтоб знать, как беспомощна была земля. Но
Ринат Исламович считал, что зритель, пришедший на концерт, должен обязательно выйти из зала счастливым. В жизни каждого из нас есть тягостные моменты, и поэтому артисты своим талантом дарят надежду и заряжают этим счастьем. Следующий наш гость заряжает счастьем каждое свое выступление. Он полностью разделяет взгляды Рината Исламовича относительно творчества и семьи. Большой, любящий, талантливый и счастливый, бережно хранящий культуру своего народа. Уважаемые дамы и господа, встречайте, на сцене народный артист России Владимир Девятов. Москва златокрылая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов, конфетки магазин, словно лебеди саночки, эй, выходи залётные, слышат птицы облачка. Царь-пушка державная, аромат пирогов, конфетки вороночки, словно лебеди саночки, эй, выходят залетные, слышат крик самушка, видно птички румяные, от мороза чудесные, грациозно рыбный снег с каблучка. Конфетки вороночки, словно лебеди саночки, эй, выходи залетные, слышат крик самушка, видно птички румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно спевают. Если честно, я узнал Рината как исполнителя, как певца, будучи еще маленьким мальчиком из телевизионных программ. Уже тогда, а мне было лет, наверное, 14, он произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление. Ну, конечно, голос и, конечно, его внешность. Он как-то отличался невероятной красотой, которая от него исходила даже через телевизор. И уже потом, через много лет, когда я стал профессионально работать на сцене, мы часто, очень часто переодевались в одной гримерке и болтали. Прежде чем выходить на сцену, садились, пили чай. И несмотря на то, что мы разного вероисповедания, несмотря на то, что мы разной национальности, у нас было очень и очень многое
одинаковые. Ну, во-первых, мы много раз поженились, во-вторых, мы, скажем так, имеем множество детей в разных углах нашей великой Родины. Поэтому мы с ним цеплялись языком, и он мне рассказывал, и я ему рассказывал. Но он меня опередил, я ему всегда говорил: Ренат, ты молодец, ты впереди, у тебя больше, чем у меня. К сожалению, наша последняя встреча была буквально вот за 5 дней до его ухода. Это было в Подольске, на концерте, посвященном 9 мая. Мы, как всегда, в одной гримерке. Он уже выступил, а я только приехал. Вот. Знаете, он сидел, пил чай. Я понимаю, что артист после выступления, да еще было холодно, так как-то ветрено. Но он всегда был в позитиве. Мы подкалывали друг друга, а здесь он был какой-то грустный. И я для себя подумал, ну, наверное, в нем много работы. Наверное, он устал просто. Мы обнялись, пожелали друг другу всего самого хорошего. И это была наша последняя встреча на этой земле. Конечно, я его помню. Конечно, я по-своему, по-православному молюсь за его душу. Мы все грешны на земле, это понятное дело. Но он был замечательный человек, который стрелял вот сюда. Я его помню. Спасибо. Большое спасибо, Владимир Девятов. Уважаемые гости, если соблаговолит Всевышний, то впереди нас ждут еще много-много встреч. Сегодня мы знаем, что Ренат Исламович всегда рядом с нами и всегда нас ждет на своих концертах. Внимание на экран. Dostlarım, men sizni kötü, men onda zoom konsertini qo'yam. Hem turli siz yaratgan jillarni bizga jillarimiz. Tatarcha, ruscha, inglizcha, italyancha. Men sizni kötü, sağ olun. С удовольствием приглашаю на эту сцену семью Рената Ибрагимова, детей и супругу Светлану. Прошу вас, встречайте. Я очень благодарна Всевышнему за мою встречу с моим необыкновенным, удивительным супругом. Он подарил мне 15 лет рая, земного рая. Я ему очень благодарна. Всем вам огромное большое спасибо. Всем вам, друзьям, знакомым, любителям творчества моего мужа. Всем вам большое спасибо. Если честно, я не ожидала, что я сегодня сюда попаду на сцену. Хотела бы тоже всех поблагодарить. Большое спасибо, что вы пришли. И большое спасибо за вообще этот концерт, что это получилось все-таки сделать. Потому что, конечно, это классно. Классно, что папы нет, но память, она живет, действительно продолжается, и папа с нами таким образом. Я еще раз всех поблагодарю за то, что все пришли сегодня, и спасибо за то, что послушали мое выступление, послушали выступление всех других артистов. Спасибо вам. Я хочу сказать только одно. То, что мы всегда любили, любим и будем любить нашего папу. Ну что ж, уважаемые гости, всего вам доброго, до скорого.